Здравствуй, Крым, старый дом, и море черное, здравствуй, сонный лес и поля, здравствуй, родная земля. Сцена – это святое. Если выходить с чистой душой, открытым сердцем и отдавать ей то, что она требует, вот тогда заражаешь весь зал своей энергией. Урал, dağı, Ural'da dağı, yoktur et yağı. Şu Kırım'ın Savrulur şehre, yarından, yarından. У меня был дедушка, он интересный человек был. Он единственный, кто пешком дошел до Мекки. И был Аджака его звали у нас. Очень добрый, очень хороший дед был. Он меня так любил, что когда я приезжала, обязательно меня ждали эти немецкие куклы. Тогда это было модно, наверное. Я моднячая была, с сумочкой, с часами, как положено. Бабам Ялтала, с Ялты. Он очень любил петь, ялтинский, по-моему, все поют. Вот. Мама тоже, Бахчисарай, не отстает от них. Она любила очень музыку, очень любила песни. Сабрия Реджепова была всегда для нее эталоном песен. Она была лично знакома, моя мама. Очень любила ее. И пела песни. И в доме я постоянно слушала эту музыку. И любовь к Крыму, это была у них. Крымга вернемся, в Крым вернемся. В детстве я была очень такая, избалована немножко, наверное. Папа очень любил, когда он вернулся с фронта. И вот после моих двух братьев и сестры я родилась уже после его возвращения. И вот это вечно на плечах у отца. Мне было 3 года. Пошли они на рынок. На аккордеоне играл крымский татарин. И мы с папой, папа, говорит, остановился рядом с ним, я на плечах сижу. И я слушаю, что он поет. Играет на аккордеоне, поет. Вернулись домой, и отец мне рассказывает, ну что вам, что там дядя пел? Пел «Мен қара суға тойға да бардым, дауылға ойнадым». И я в 3 года я спела то, что он там играл. И они были в шоке. Мама говорит, шаш-то учаш на бал, а? Как может вот так вот? Вот это моя первая песня была в 3 года. Холод собачий изо рта, пар. И она выходила на сцену, а я сзади с игрелочкой и с бутылочкой полоскания горла. И она поет, это «Гениалды гамбене». И вот она поет, а я плачу за кулисами, у меня слезы текут. Yar seni aklıma Я говорю, Сабек, может, я тоже что-нибудь спою уже? И она, Хана, Ирлача. И я пою. Элюдедим, бедедим, как мама. И она мне говорит, ой, Кяфорчик, так называла. Ты откуда это научилась? Я говорю, от вас. А когда от меня? Я говорю, а нам с этим чоксовей, да? И она пела вот так, как вы поете. Короны ни у кого не было. Даже у Сабрия Реджепова, которая была первой достойной этой короны, не было. Она была до такой с ней простой. Я пришла как петь в ансамбль с эстрадного оркестра Узбекистана. Батыр Закирова я пела. Первая. Когда я пришла, меня просто насильно вот так вот взяли, оттуда вырвали и в Хайтарму поставили петь 4-ю партию в квартете.
И я была довольна. Я была очень довольна, что я в крымско-татарском ансамбле, а здесь вот Сабрия Реджепова, здесь вот все, на которых я смотрела с детства. Halenin tübünde bir terek alma, halenin tübünde bir terek alma. Maşallah Dilberim peşinden kalma, maşallah Dilberim peşinden kalma. В 69 году пришла. Но я так, знаете, в декрет часто выходила. Так получалось, но я пела до последнего. Я своего старшего сына родила в Самарканде после концерта. Отпела и поехала родить. И после, вот кто был на концерте, ночью, после концерта все пришли под окнами в роддом. Кайтарма сделала очень много для этого. Начиная с сколько лет тому назад, когда выходили на сцену, весь зал замирал, битком набитые. Народ был совершенно другой. Они смотрели на нас, как на богов. Они, зал пел вместе, танцевали, плакали, смеялись. Вот это все было в надежде. Они как будто в этой обстановке возвращались к себе на родину. Они видели Крым. Çeşmeler durdu, içmeye su tapanmanın. Evler bozuk, çeşmeler durdu, içmeye su tapanmanın. Подо мною плывет утренний дым, туч белоснежных гряда, и несет самолет. Эту песню Эдип Асанов родил, а потом подарил мне. Я когда ее начала петь, а я с первого раза я поняла ее, я ощутила эту тоже, вот это, знаете, дух. Особенно там вставка есть. «Мен бу жерде яшаламадым», да? И вот как будто раскрывается, и ты начинаешь парить над этой землей. Kaytıp geldi evlat sana, kucağını aç sen bana, ey güzel Kırım. Это песня, которая действительно говорит, а вот мы вернулись, и мы будем здесь. И никуда, нам некуда идти. Это наш дом. Здравствуй, Крым, старый дом, и море черное, здравствуй, сонный лес и поля, здравствуй, родная земля. В 91-м, мы уже будучи в Ялте, организовали фольклорный концерт в Украинском театре. Но я тогда очень сильно заболела. У меня была серьезная проблема между жизнью и смертью. Выжила я, жизнеспособная. Врачи сказали, что мне вообще петь нельзя будет, и что у меня будут проблемы с голосом, что пение уже все. И через 2 месяца я вышла 2,5 часа, пела на сцене. Можете представить? Что делает любовь? Вот так. Провели мы этот концерт через 2 месяца после серьезной операции. И я начинала со «Здравствуй, Крым». Открывала сцена, и я на качелях вот так влетала в зал. Здравствуй, Крым, старый дом. И поля, здравствуй, родная земля. Он сам просто обожал эти песни, обожал народную музыку, народные песни. В Ташкенте познакомились. Как раз я развелась с своим первым мужем. Он всех 5 детей написал для себя. Он их любил. Он герой, и дети его очень любят. И они его признают отцом и также чтят память. Потому что он взял их себе. И все делал для того, чтобы они были сыты, одеты, обуты.
И для татар много чего делал. Я так радуюсь, когда, боже, у того ребенок родился, у этого, какие молодцы, давайте меня догоните, в конце концов. Если бы каждая у нас семья, вот так вот, по 7 детей, представляете, сколько у нас было? А было бы хорошо. Я мечтаю увидеть счастье своих внуков. Хочется мне. Я тоже, наверное, как мама доживу. Мама до 95 лет жила. И жила бы до 100. Ну, была с характером. А я до 100 доживу, иншаллах. У татар самый главный ритуал при приеме гостей, а сегодня у меня гости, которых я очень уважаю, это сварить кофе. Etrafında çivarek, yazı beraber geçirdik, ömrü biler ey gelin, yazın kışın ayırdı felek. Mana, şimdi bakarsın nasıl nizetli olacak bu kahve. Сегодня Зарема Ханум дома, занимаюсь своими детишками, внуками, все, и собой, и домом. Это моя вся, все, что сегодня у меня есть. Я придерживаюсь таких правил, что в любом деле есть расцвет, есть начало, есть расцвет и есть закат. Закат есть у артистов тоже. Сцена не любит возраст. Я так думаю. Поэтому, когда человек уходит, когда положено, он остается в памяти таким, каким он был. Я не считаю годы. Но свою духовность я проявляю в совершенно другом. Пишу. Люблю своих детей, люблю своих внуков. И передаю им вот эту любовь через свой опыт, который я прошла в этой жизни. Каждый должен оставить какой-то след, иначе нет смысла в жизни.